Полдень субботы. Возле торгового комплекса «Аструм» небывалое оживление. Дети и взрослые ждут приезда именитой гости Анастасии Волочковой. Визит в Башкирию заслуженной артистки России запланирован давно. С благотворительным концертом она уже побывала в Стерлитамаке и Салавате. Накануне приезда в наш город выступила в Белорецке и вот, наконец, Сибай. Здравствуйте, Анастасия. Вы как солнечный зайчик освещаете нашу серую жизнь, так сказать. Спасибо вам за посещение. Инициатором небольшого турне артистки по республике выступило руководство торгового комплекса «Аструм», объекты которого расположены в вышеназванных городах. А потому первым делом Анастасия отправилась именно туда, где ее встретили довольные покупатели и детвора. Волочкова прошлась по комплексу, заходила в бутики и даже приобрела одну пару обуви. Московскую гостью встречали с восторгом, одарили множеством цветов и традиционными башкирскими сувенирами. Такому приему Анастасия Юрьевна была поражена. В свою очередь звезда раздавала автографы и пригласительные на свой концерт. Очень рада вас видеть в нашем городе. Тоже спасибо вам большое. А это вам небольшой сюрприз в память о нашем городе. Чашечка, серьезно, мне так хотелось вот именно что-то такого вот плана, чтобы я увезла с собой. Я же буду пить чай. Это как раз эмблема Сибай. Нереально. Прогулявшись по торговому комплексу, Анастасия Волочкова встретилась с детьми-инвалидами и воспитанниками приюта доверия. Их всех артистка пригласила на концерт и преподнесла подарки от себя и своего друга Андрея Назарова. В благодарность за внимание дети подарили экс-балерине песню. Аделина Давлетова настолько поразила артистку, что Волочкова решила пригласить юное дарование выступить на концерте. Пообщавшись с ребятами, Анастасия Юрьевна отправилась осматривать достопримечательности города. Везде, где побывала, московская гостья делала фотоотчеты и выкладывала снимки в Инстаграм. Ей особенно стали интересны объекты и памятники, появившиеся в Сибае при поддержке Андрея Назарова. Также Волочкову свозили и на Сибайский карьер. Заглянула она и в школу номер 6, где учился Андрей Геннадьевич. Гуляя по городу, она раздавала детям и повстречавшимся горожанам пригласительные на свое выступление. Вот сегодня полон зал тех людей, можно сказать, на процентов 80 она с каждым проговорила, каждого лично пригласила. Все остались и с фотографией, и, соответственно, с автографом. Сам же благотворительный концерт, который Волочкова назвала «Я танцую и пою для вас», состоялся вечером в Сибайском концертно-театральном объединении. В зале не было ни одного свободного места. Все, кто получил пригласительные билеты, пришли посмотреть на экс-балерину Большого театра. Причем вход на выступление был абсолютно бесплатным. И отрадно то, что большую часть зрительских мест занимали дети. Навстречу ветер, и только мы с тобой, и солнце светит красками любви на всей планете, только мы одни. Вы знаете, я хочу сказать, что вообще вот этот концерт я вам хотела подарить просто так. Мне свойственно вообще в жизни совершать неожиданные поступки, но, понимаете, на мой взгляд, благотворительность – это не всегда возможность поделиться деньгами. Это возможность пригласить всех вас совершенно безвозмездно, подарить вам пригласители. Это возможность поделиться тем, что есть. Это может быть позитив, это может быть хорошая положительная эмоция, талант, все что угодно. Просто согласитесь, в наши дни нам так не хватает именно каких-то вот человеческих, позитивных эмоций и чего-то очень просто вот хорошего. Концерт состоял из множества ярких номеров с участием самой знаменитости и ее шоу-балета, партнера Рената Арифуллина и электронного скрипичного дуэта «Вибрация», которые зажгли зал своими яркими выступлениями. Вместе с московскими гостями на сцену филармонии вышли и сибайские танцевальные коллективы «Гультар», «Оскон», «Аллегро» и «Пин-код». Безумно, безумно волнительно, безумно прям ощущения совершенно иные, не то что вот как бы у нас опыт как бы у группы большой, 4 года мы на сцене выступаем, но сегодня это были какие-то исключительно счастливые моменты, когда стоишь на одной сцене с Анастасией Волочковой и просто рядом, буквально в 2 метрах она танцует и показывает такие красивые вещи, такие красивые движения, все, вот просто всем телом она танцует и, соответственно, мы получаем вдохновение. Как и обещала Анастасия Волочкова, по ее личному приглашению на концерте выступила и наша Аделина Давлетова. Своей трогательной песней про детей она заставила прослезиться весь зал и, не удержавшись, заплакала сама. Как призналась нам Аделина, это ее первое выступление в жизни. Она очень милая, добрая, великолепная. Хочу стать такая, как она. Ну, страшно сегодня было выходить вообще вот с ее ребятами на сцену? Нет. Просто такая поддержка очень сильная.
Двухчасовой концерт пролетел на одном дыхании. Крики «Браво!», множество цветов и счастливые лица зрителей. Это успех всех выступлений. Свою благодарность заслуженной артистке России выразил и глава города Халид Сулейманов, пригласив экс-балерину на празднование Дня города 22 августа, на что московская гостья ответила согласием. После завершения концерта зрители еще долго не могли отпустить со сцены главных героев вечера и восторженно ждали автографы. Концерт замечательный, изумительный, очень понравилось, получили огромное удовольствие. Мы узнали ее с другой стороны, она очень хорошая, добрая. И я очень была рада посмотреть на нее, прям нет слов. Я стремлюсь к этому и сейчас посмотрела, и у меня еще больше стало желание хотеть стремиться к этому, как она очень гибкая. Концерт просто был шикарнейший, эмоции просто переполняют. Я не знаю, как что... вам Анастасия? Она совсем другая. Какая? Не то... Такая искренняя, своя как бы. Мы в восторге, мы очень довольны, счастливы и действительно очень хорошо провели сегодня время. Это было супер. Очень понравился. Я в восторге. Волочкова бесподобная. Кстати, сказать я даже не ожидала, что так все получится. У меня были сомнения, идти, не идти, но пошла, и я не разочаровалась нисколько. После концерта заслуженная артистка России Анастасия Волочкова вышла к прессе и ответила журналистам на все интересующие вопросы. Она отметила, что Сибай ей очень понравился своей компактностью и уютом, а также добрыми людьми и талантливыми ребятишками. Анастасия немного рассказала о своей жизни, переезде в новый дом, о вокальных успехах дочери Ариши и будущих проектах. Я пытаюсь объединять ребят, зрителей, просто людей, которые, может быть, сами не позволили себе купить билеты, или те, кто посвящают свое время детям, в основном учителя, врачи, воспитатели детских садиков. И вот я объединяю их путем музыки, добра, радости, позитива. И согласитесь, это невероятная энергия. И я думаю, что в этом проекте все-таки такая определенная миссия. И пока я могу танцевать, пока Бог дает силы, здоровье, возможности, я должна именно этим заниматься. И вот этот проект я хочу, чтобы жил в разных городах. И мне хочется следующий проект на вашей земле создать именно для детей Башкирии. Сделать проект Анастасии Волочковой «Дочь Башкирии». Я верю, что он случится. Насыщенный день в Сибае у Анастасии Волочковой завершился фотосессией со своими юными поклонницами с пожеланием творческого роста и мирного детства. Елена Афанасьева, Радмир Синглов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.